Салам алейкум, хурматлы милләттәшләр, һаумыгыз дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях наш хороший друг, земляк, шеф-редактор медиапроекта «Аспекты», в прошлом экс-шеф-редактор «Эхо», программы «Эхо Москвы» в Уфе, Руслан Валеев. Руслан, приветствую тебя, рад тебя видеть. Да, здравствуй, Руслан. Здравствуйте, дорогие подписчики канала Руслана. Омахагас Дустар. Руслан, хочется сразу же, вот ты очень часто в своих передачах на «Аспекте» обсуждаешь политику как в Республике вообще Башкортостан, не только политику, а вообще, что происходит в Республике Башкортостан, но вначале также зачитываешь новости, которые происходят в мире, в России. И вот тоже у тебя хочется спросить, потому что ты обсуждаешь новости, а хочется твое мнение тоже спросить по поводу того, вот, на твой взгляд, что сейчас происходит как в Республике Башкортостан, так и в России, на твой взгляд? Вот мы приближаемся к тому коллапсу, о котором так много и долго говорили? Или вот то, что сейчас происходит, все это с бензином, какие-то вот сумасшедшие законы в последнее время, или это пока еще, скажем, очевидный процесс, который еще может долго идти? Очень, конечно, вопрос задаешь такой гигантский, я бы сказал. Как я у себя обычно говорю, у любой истории есть разные оттенки, наверное. Нам действительно иной раз хочется верить в то, что вот эти признаки точно говорят о том, что вот-вот все случится, вот-вот закончится нынешнее мрачное время. И действительно, казалось бы, что даже если историю анализировать человеческую, вот эти признаки, они иногда приводили к каким-то резким переменам. Но все-таки, если вот трезво пытаться смотреть, мне кажется, еще недостаточно и негативных каких-то историй. Условно говоря, одного бензина и его недостатка недостаточно для того, чтобы народ что-то понял. Вот. И плюс, учитывая потенциал, назовем это так, резервы, которые есть у режима, наверное, для того, чтобы что-то случилось, нужны какие-то еще спусковые крючки и механизмы, какие-то, может быть, действия изнутри. То, что принято называть историками дворцовые какие-то внутриклановые разборки. Дворцовый переворот должен случиться, грубо говоря, если мы хотим, Черные чтобы... лебеди. Да, 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 да. Поэтому этот момент можно, конечно, допускать, но это элемент случайности, поэтому быть уверенным, что вот завтра все случится, ни в коем случае нельзя. То есть нужно быть готовыми к тому, что еще довольно долго будет происходить вот наблюдаемая нами истерия, вот, и процесс разложения, скажу даже так. Но накопительный эффект, он же все равно как бы присутствует. Все равно же можно отличить э, настроение общества, которое было еще в 2022 году, условно, да, когда только началась война, и сегодня, как, на твой взгляд, изменились настроения общества? Ну, в нас в Если судить республике, по давай вот моему... по нашей республике возьмем. Да-да, будем по ней судить, потому что у меня и данные более-менее только по Башкортостану. Я именно с жителями там общаюсь. Здесь, если судить по моей личной выборке, прогресс есть. Устают от происходящего даже лоялисты. И те, кто мне лично в 22 году заявляли, что как ни крути, историю пишут победители, а кто будет победителем, всем понятно. Говорили мне некоторые товарищи, а сейчас они уже так не утверждают и проявляют элементы усталости. Ну, типа, надо бы все это закончить так или иначе. Уже плевать там, как это все кончится, но так жить больше невозможно. Вот, это я даже от них слышу. От тех, кто изначально был критичен, конечно же, очень много уже гораздо более крепких, скажем так, выражений. Но вот опять же, социологии-то нормальной нет. Ну, кто проводит нормальную социологию? Мы ее провести не можем. То, что наши люди пишут в комментариях, наши зрители у проекта «Аспекты», это одно. А то, что происходит с людьми дальше, это другое. Ну, все-таки, в итоге я скажу, что оптимизма во мне прибавилось, потому что я за это время получил обратную связь от таких людей, которые даже умудрялись не просто не разделять, скажем так, мою точку зрения в 22 году, но даже называли меня там предателем, изменником, прочее. И некоторые люди, их на пальцах можно сосчитать, скажу как есть, но они же появились, и они пришли сами ко мне на разговор, чуть ли не прощения просить и спрашивать, что делать дальше.
Мы поняли, у нас мир перевернулся, где информацию находить, вопросов миллион, ответов нет, они говорят, Руслан, подскажи. Ну, раз эти вещи происходят, значит, мы можем предположить, что они и дальше будут, во-первых, происходить. И, наверное, я не всех таких людей знаю, кто за это время что-то осознал. Поэтому оптимизм, конечно же, не теряем. Ну, а вот наша республика, она, ну, надо признать, да, очевидно, что наша республика является колонией, которая не имеет, ну, никакого даже там малейшего суверенитета, который был у нас хотя бы в 90-х на сегодняшний момент. И сегодняшний глава республики Хабиров, он строго выполняет указания Москвы, что ему велят, то и делает. И, Мгм. на мой Даже взгляд, больше вот пытается продажа опередить. Ага. Мгм. Да. Продажа вот части Башнефти, на твой взгляд, это что это было? Это приказ сверху от Сечина, чтобы увеличить свою часть акций вот от Башнефти, которые у них есть. Или это действительно проблемы нашей республики до такой степени уже дошли до такой катастрофы, что уже пришлось продавать, ну, резать даже, можно сказать, да, курицу, которая несет золотые яйца. Ну, у меня нет никакого инсайда изнутри. Я могу предположить, что, наверное, оба фактора могли сыграть. То есть, скорее всего, намеками или прямым ли текстом от Роснефти и Сечина лично доходила информация, что мы хотим и дальше, скажем так, поглощать компанию. Вот. Но повода какого-то не было, и, соответственно, ситуация держалась на одном уровне. А тут денег не стало, реально не стало. И об этом даже сам Хабиров публично признается. У нас бюджет дефицитный и так далее. И вот как бы пошли на этот шаг с учетом всех этих факторов. Хотя на самом деле какая нам разница, что именно послужило причиной? Мы видим, что республика не может себе позволить э, остаться при своем. Да? То есть она делает то, что либо вынуждена делать, либо что ей велят делать. Так или иначе, в ущерб самой себя эта республика делает. И в ущерб, главное, будущего собственных поколений. Но вот я просто к чему хочу сказать. Насколько я помню, дефицит бюджета нашей республики составлял 22,5 миллиарда рублей на конец 2025 года. Ну, вот когда принимали вот этот бюджет на следующий год. А, Продали акции за 14 с чем-то миллиардов рублей. То есть и даже не, можно сказать, что не покрыть весь убыток бюджета, э, часть только можно покрыть. И нужно ли было вообще для этого продавать, потому что, учитывая, с какой скоростью вновь наберется вот этот вот дефицит бюджета в этом году, мы опять окажемся в такой же дыре. Это первое. Во-вторых, продажа вот этих акций, она же, на мой взгляд, вот настолько, скажем, ну, глупый ход, потому что я считаю, что у правительства России не будет никакого другого выхода в будущем, ну, это на мой взгляд, может быть, дилетантский, что они будут вынуждены прощать. Прощать эти дефициты бюджета регионам. Потому что все регионы в долгах, но там они не смогут вылезти. Нету у всех Башнефти, который можно продавать. То Мгм. есть почему Хабиров вообще такое делает? Ну, как бы у меня логически получается, что его, скорее всего, ну, к этому подтолкнули. Тем более, когда Назаров открыто говорит, что мы это согласовали, там, и это все прошли там какие-то там переговоры у них. Ну, скорее всего, так. А ты как считаешь? Ну да, звучит логично объяснение такое, конечно. И, может быть, еще вот я добавлю то, что я понял, да, в том числе из твоих слов. То есть у них есть в целом, у системы и у руководства Башкортостана есть ощущение, понимание, что дальше все равно что-то будет, и там, как говорится, ну, разберемся. А пока хоть трава не расти, надо вот прямо сейчас исполнять обязательства, которые мы на себя взяли по поддержке так называемой СВО и семей военнослужащих. Поэтому будем даже рубить сук, на котором сидим, да, и резать курицу, несущую золотые яйца. А там, глядишь, либо как говорится, ишак, либо падишах сдохнет, условно говоря. Вот. И самое главное, они понимают, что проблемы решать не им. Вот это вот ощущение непостоянства, да, ощущение того, что они Временщики. временщики.
Да, ну вот оно же было еще даже и до Хабирова, а сейчас, по-моему, оно усилилось. То есть, в принципе, на любое управленческое решение посмотри, на уровне республики, на уровне города. Вот Мавлиева взять, да, последнего. Вот он, вроде его тогда же некоторые там любили, скажем, ну, вроде открытый, молодой, веселый. Ну, а что он делал? Вот он делал вещи, которые здесь и сейчас могут увеличить его рейтинги. А долгосрочно он ничего не инвестировал и не решал, потому что он понимал, что это не имеет никакого смысла. Что там завтра, после него никто ему спасибо не скажет, а надо сейчас, как говорится, и зарабатывать, и какие-то следы оставлять, ну, например, если он их хотел. Поэтому он лавочки строил, тротуары, лампочки ставил и так далее. Вот пример. Мгм. Ну, тогда вот к общероссийскому перейдем. Вот недавно, я не знаю, следил ты или не следил, но командир одного из военного подразделения, Александр Лунин такой, выступил с видеообращением, где сказал, что его попросили некие, скажем, военные, военнослужащие, целый ряд военнослужащих обратиться с прямым заявлением к Путину о том, чтобы он принял его у себя и выступил вместе с ним в открытом эфире. И якобы он хочет рассказать о том беспределе, который творится на фронте. Вот на твой взгляд, о чем это говорит? И не повторяется ли эта история с Пригожиным, которая была? Ну, начну с конца. Хотелось бы, чтобы это было начало повторения истории с Пригожиным. Получается, аж 3 года прошло с тех пор, как Пригожин начинал свой Да. поход. И когда в течение суток вдруг откуда ни возьмись какая-то надежда проснулась, что что-то изменится. Это при том, что мы понимали, что Пригожин не наш друг и союзник, да, это совершенно другая история. Но он был готов пойти против системы, и это уже казалось обнадеживающим. Масштаб нынешнего военного, понятно, несопоставим. Ни медийно, ни, значит, там по ресурсам он вообще никто и ничто по сравнению с Пригожиным. Тут вопрос в том, насколько его идеи находят отклик в рядах вооруженных сил. Вот в первый вечер, когда это все случилось, я связался с теми, с кем у меня есть связь, прямо там, на войне. К сожалению, с теми, с кем я связался, их, опять же, немного, они даже не знали, кто это на тот момент. То есть вот эти 5 миллионов просмотров, которые были у Лунина, видимо, это все на гражданке, скажем так, посмотрели в первый Мгм. день. Сейчас прошло еще 2 дня, может быть, среди военных, ну, скажем, популярность этого Ну, товарища выросла. я тебя перебью. Если ты, не знаю, видел или не видел, но уже есть гулять в интернете, где группа военнослужащих российских делает заявление на камеру о том, что они поддерживают Лунина и также требуют от Путина, чтобы он предоставил аудиенцию в прямом эфире вот с ним. Но если по существу сказанное Луниным все правда, ведь мы это знали, и из публикаций независимых там федеральных СМИ, да и, в общем, откуда угодно. У меня были прямые источники. Все эти обнуления, ямы, отбор денег, на разные нужды. По-моему, 30% что ли от дохода — это как бы по умолчанию ты сдаешь в общак, в кассу там на покупку всего и вся. Это, в общем, как бы известная история. К этому даже привыкли уже там на передке, как они это называют. Вот. Но, видать, не настолько привыкли, что готовы дальше терпеть. И вот возмущение, я уверен, оно всеобщее там. Нет с этим никаких сомнений. Но вот всегда же есть вопрос, будут ли люди готовы это возмущение как-то применить и реально предъявить его? Потому что, вот опять же, как внутри армии, так и в целом среди всего населения мы понимаем, что бывает, когда возмущение большое, но редко бывает, чтобы оно конвертировалось в реальные шаги. В отсутствие лидеров каких-то, ну, скажем, эффективных и известных, организоваться зачастую массы у нас не могут. Ни в обычной гражданской жизни, я уж думаю, и на войне то же самое. Тем более они не понимают цели. Ну, что они хотят? Встретиться, ну окей, даже, предположим, встретится этот Лунин с кем-то, значит, и к Путину они придут. Предположим, хотя очень сомнительно. Ну и что? Они удовлетворение получат от того, что встретились, успокоятся, скажут, мы ему все рассказали, теперь он все знает. А дальше что? Дальше все будет идти своим чередом. Он там даже меры примет, предположим. Это я сейчас мечтаю, фантазирую точнее. Может ли это превратиться в черного лебедя? Опять-таки и да, и нет.
Если будет вот идти, как я говорю, то, скорее всего, нет. Если на пути вот этого процесса что-то еще где-то произойдет, где-то щелкнет, найдется какой-то реальный большой человек, который способен что-то сделать реальное, условные там масштабы того же Пригожина, тогда, конечно, может и измениться что-то. Но если резюмировать, мне кажется, вероятность того, что реально произойдет что-то важное для нас, это 25%, не больше, а 75% того, что нет. Все-таки страх, рабская психология и запуганность, и готовность, значит, плыть по течению, все это играет негативную роль. Люди будут возмущаться, искренне, матом крыть, на кухнях, в окопах, где угодно. Но чтобы вот реально выйти и сказать что-то и подействовать, мне кажется, не наступил еще такой критический момент, когда люди будут готовы. Ну, я Но сейчас и про это военных, же и про тоже, гражданских, в общем. да, но это же тоже имеет такой накопительный эффект. Я тоже понимаю, как бы вообще цель вот это вот их выступление, оно, конечно, такое смешное. Ну, да, условно прекратят они побор, недовольны они поборами, а вообще войной, получается, они довольны, что ли? Получается то, как насколько глупа эта война, насколько глупы эти идеи, и до сих пор то, что Путин не хочет ее остановить, и все это, как бы, ну, получается, с этим они как бы согласны, что ли, получается, и все их устраивает, и они дальше готовы воевать, что ли, ну, получается так. Ну вот да, мы тут сидим, да, губу раскатали, вот, типа, молодцы ребята, надо бы их поддержать. А ведь на самом-то деле точно, это надо всегда помнить, они недовольны беспределом внутри армии, коррупцией, там, разгильдяйством, всем на свете. Ну, в принципе-то они говорят, что войну надо побеждать, и как раз поэтому и расстроены, что побеждать не получается, и находят причины, почему не получается. И типа надо все это исправить. То есть еще пару шагов в плане как бы мыслительного процесса надо бы им сделать и понять до конца все. Но мне кажется, это, опять же, это я слишком размечтался. Чтобы эти 2 шага сделать, это надо, ну, я не знаю, очень серьезные усилия приложить. Ну и, в принципе, надо, чтобы кто-то реально над этим работал, объяснял. Потому что мало кто сам может прийти к этим правильным умозаключениям, что изначально все это было неправильно. То есть вот как-то Нету, так. нету, Это же и больше, самого Пригожина даже казалось, да. Мгм. нету большевистских агитаторов, как в Первую мировую войну, которые разлагали армию изнутри, получается. Вот, точно, точно. Удивительно, да, не было тогда никаких электронных средств связи, и то удалось, значит, большевикам провести эту работу качественно и эффективно. А сейчас, с учетом даже других возможностей, ну нет, действительно, э, того бы, кто это сделал, тех, кто бы это сделал, хорошо. Но вот глядя на эту всю ситуацию, я вот о чем думаю. Даже если вот, предположим, как ты говоришь, что получится у него с кем-то встретиться, уверен, что до Путина точно не дойдет, но, возможно, с кем-то там из приближенных к Путину. Хотя он уже, насколько я знаю, сделал заявление, что на него вышли, пригласили его в Москву, какой-то Бородин, по-моему. Это Вот, тот и стукач, насколько я понимаю, который любит доносы писать. Ну, окей. Хотя надо бы задуматься, почему именно он откликнулся. Так. Мгм. ну, да, представим, что, возможно, он просто посредник. И допустим, встретится он с кем-то там, что-то ему пообещают, успокоят, если как бы не применит карательные меры к нему. Но это тоже будет иметь накопительный эффект. Военные увидят, что они могут продавливать свои какие-то требования, что их требования где-то в чем-то все-таки исполняются. Это вдохнет в них какие-то там уверенность, что можно и дальше. А вполне возможно, что потом и действительно найдется человек уровня Пригожина, у которого будут какие-то более амбициозные уже цели и задачи. Поэтому, как говорится, будем Да, посмотреть и, я и тут болеть абсолютно за все согласен. Я стороны даже сразу.
Конечно, я разовью тему. Любое движение, оно должно вызывать оптимизм у нас. Конечно же. Когда я высказываю некие сомнения, это же не значит, что я против того, что происходит. Я как раз-таки за. Просто я предлагаю как бы трезво смотреть на ситуацию, слишком губу не раскатывать. Но в целом я скажу, любая такая движуха, как он говорит, да, сами знаете кто, она идет в плюс. Любая боня, любое ремесло, любой вот этот Лунин, это все в плюс. Это все должно быть и нами поддержано с точки зрения того, что происходит, в принципе, конечно. Да. Мгм. Руслан, тогда перейдем вот уже к вопросу, наверное, к теме деколонизации, которая сегодня является, считаю, наверное, темой номер один. А, Они больше говорят, чем о прекрасной России будущего. Вот в первую очередь хочется про тебя спросить, про самого лично. Вот я просто вижу твою трансформацию как от человека, который, как ты сам рассказывал сперва, вообще был сторонником Путина. Потом ты, когда уже перешел на «Эхо Москвы» и там журналистом стал, и ведущим, и директором, то есть у тебя стали взгляды оппозиционные, но, скажем так, более либерально настроенные, ты солидаризировался с взглядами и идеями Навального, в том числе, ну, конечно, и с Айратом Дильмухаметовым у тебя взгляды были общие. Сейчас у тебя постепенно все больше трансформируются взгляды, я вижу по твоим выступлениям и по твоим комментариям, что ты больше уже, ну, можно сказать, что ли, не веришь в том, что Россия, и в ПАСЕ ты также заявил о том, что ты не веришь, что Россия может как бы перестроиться в какую-то там реальную федерацию. И все больше, скажем, склоняешься к тому, что действительно нужна независимость. Почему у тебя такие взгляды произошли? На основе чего? Вот мне кажется, сама тема, я согласен, она важнейшая на сегодняшний день. И вопрос ты задаешь такой глобальный, что можно на эту тему как бы ну, углубиться и дальше до конца, в общем-то, только об этом и говорить. Почему? Ведь, разумеется, нет единого ответа. Я у себя в стримах на аспектах Башкортостана, когда затрагиваю собственную внутреннюю эволюцию, я всегда пытаюсь зацепиться за какие-то такие рэперные точки. И всегда честно признаюсь, что вот в тот момент я пересмотрел взгляд с такого на такой и пытаюсь объяснить почему. А в этот момент я пересмотрел взгляд с такого на такой и вот почему. Ты сейчас приблизительно правильно озвучил. Действительно, условно, в 2000 году я был готов голосовать за Путина, но мне тогда еще не исполнилось 18, неделю не хватило, да? Вот. В четвертом, в принципе, я бы тоже за него голосовал. Вот. Но там я был на работе. А дальше вот как раз у меня стали возникать вопросы. И первым для меня таким триггером было дело ЮКОСа. Казалось бы, где ЮКОС и где был я, молодой там студент вчерашний. Но что-то как-то я почувствовал неладное в той истории. И дальше в 2007 году, то есть путинский второй срок заканчивался, я устроился преподавателем торговли на финансовом рынке в уфимском филиале Финама. И там я, значит, изучать начал рынок ценных бумаг, и для общего развития как раз погрузился в историю ЮКОСа. И мне стало интересно, что же все-таки случилось 4 года назад на тот момент? Почему Путин начал сажать олигархов? Первая-то моя эмоция была, как у всех, как положено. Пропаганда объяснила, это вот эти вот богатеи, значит, разворовали страну, и мы сейчас наводим порядок. Это только цветочки. Дальше до остальных дойдем. Примерно такая логика, общепринятая, у меня тоже была в четвертых годах. А вот в седьмом я посмотрел и начал понимать, что это какая-то фигня. Бизнес отжимают и вообще все это делают по беспределу. Ну, то есть я был рад. Все, у него срок заканчивается. Ура! 2 срока позади. Сейчас будет, окей, понятно, преемник. У нас так уже заведено было. Но это все равно другой человек. Так вот, своим близким я сказал, что, ребят, ну все, хана. Я сказал, когда Медведев в 2011 году объявил, что Путин возвращается. То есть я был далек еще от журналистики. Ну, ты говоришь, на эхо пришел и изменился. Нет, это было все-таки раньше. Для меня было понятно, что будет плохо, когда я понял, что человек решил от власти не уходить никогда. Даже если он очень хороший, даже если он прекрасный, я считаю, что человек портится
во власти, и он должен уходить. Раз он решил не уходить, значит, в общем, все будет плохо. Как именно плохо? А черт его знает. Это Новодворская знала, да, что будет война и прочая ужасная картина. А мы были далеки до этого. Как ты понимаешь, на тот момент мне идеи там какого-то Башкортостана очень были далеки. Тут уже как раз эхо с 18 года, общение с Айратом Дильмухаметовым в прямом эфире, безусловно, сыграло свою роль. Не только с ним, надо сказать. У нас были и довольно системные ученые в эфирах. Мы историю республики обсуждали с тем же Салаватом Хамидуллиным. Вот, спорили где-то, но я постепенно так или иначе рос, как говорится, над собой и сопоставлял, опять же, факты, изложенные у нас в студии, с фактами собственной же биографии. Вот. Окончательно к пониманию привела война, и то не сразу, опять же, да. То есть если, условно говоря, в первый год эмиграции я даже заказал, помню, на Амазоне флаг прекрасной России будущего, этот бело-голубо-белый, да, то в этом году я заказал на Алиэкспрессе флаг, что находится у тебя за спиной. Вот. Он у меня тоже есть, правда, вот еще не висит. А почему? А потому что, опять же, идет поиск ответов на вопросы. Вот как этот поиск был, там, условно, в 7 году, что я привел в пример, да, ЮКОС, так он и сейчас продолжается. И я не скажу, что я теперь точно уже знаю все на свете, и у меня есть ответы на все вопросы, как точно правильно и как неправильно. Я допускаю, что пройдет какое-то время, я тоже буду что-то опять осознавать и менять. И вообще, кто я такой, чтобы отвечать, скажем так, и ставить окончательные точки? Вот. Но я хотя бы считаю себя вправе говорить, что думаю. В общем, я жизнь на это положил, поэтому вот на сегодняшний день я подтверждаю твои слова. Действительно, поиск ответов привел в эту точку. Я начал понимать, что а, есть вопросы, с которыми, к сожалению, ну, нам никогда не справиться, если ситуация останется прежней. Я один пример приведу, чтобы сильно не затягивать, но чтобы было понятно тем, кто, например, сейчас нас смотрит и думает: ах, Руслан нехороший, как же так тебя затянуло куда-то там не туда, в трясину, скажут они мне. Я пример приведу. Вот я в детстве, совсем в детстве, тоже был не как все, когда спрашивали, кем ты хочешь стать, я говорил: хочу стать президентом. Я как бы всерьез считал, что в принципе это возможно. Ну а что нет? Типа, у нас теперь демократия, это 90-е годы были, возможности пруд-пруди. Ну как минимум я хочу стать крутым там телеведущим, как Владислав Листьев. Вот когда его убили, я был точно уверен, что я должен им стать. Там потом жизнь сложилась иначе, другие дела, другие работы, это не будем отвлекаться. Я пришел в эту сферу рано или поздно, в 36 лет, конечно. Вот. И до президента, разумеется, как минимум далеко, но теперь-то я стал понимать, что это в принципе невозможно. Такой человек, как я или как ты, никогда, ни за что, даже в самой-самой прекраснейшей России будущего не станет президентом этой страны. Просто потому, что родился не тем человеком. Кто-то скажет: ну и ладно, зато ты можешь стать там руководителем там, своей республики, у которой куча прав. Я, окей, согласен, предположим, опять же, это само по себе маловероятно. Не то, что я могу стать, а то, что будет такая вот прекрасная Россия. Ну, предположим, вот все случилось, все сложилось. Демократия, федерализм, права, как говорится, хоть отбавляй, как Ельцин говорил, да, взяли, сколько смогли проглотить. Хорошо, свобода СМИ, суды. Но все равно уровень полномочий, скажем так, будет не тот. И уже этот факт говорит, что я человек второго сорта. Ну, вот просто по определению. И я никогда не стану человеком первого сорта, пока остается статус-кво в единой и неделимой. Опять же, кто-то скажет, это какие-то идеалистичные рассуждения о том, чего не может быть, и вообще зачем об этом думать? Надо думать о других вещах. Но это я просто пример привел. Такой, может быть, излишне Ну, фантазийный, опять же. противники, твои противники могут сказать, ну, условно, Сталин, человек грузин, стал руководителем государства. Ну, если бы, значит, да-да, я понимаю, о чем речь, но я же имею в виду нормальную демократическую историю. В условиях свободных выборов
ну, скажем так, преобладающее население страны меня не выберет. Я не хочу быть Сталиным, да, который там пришел к власти за счет того, что перерезал всех своих соратников. Такой сценарий не устраивает. Или там можно Екатерину II немку вспомнить, да и кого только не вспомнить. В демократических условиях. Я помню даже сам, Ну, Ходорковский говорил: я не стану президентом, потому что у меня фамилия неправильная. Вот он же это понимает, и я тоже это понимаю. получается, тогда Я не здесь, знаю. здесь, Да. здесь не столько система, получается, как сам народ, получается, такой, который не позволит ни русскому, скажем, управлять собой. Так, что ли? Можно рассуждать. Ну, Ну, тут если говорим о народ, демократических выборах. что первично? Ну, народ какой есть, да, он уже является продуктом многих десятилетий, столетий отрицательной селекции. И, кстати, наши народы коренные тоже часть как бы этой самой селекции. Мы вообще случайно выжившие потомки, точнее, потомки случайно выживших среди, значит, наших предков людей. Так вот, да, ну, действительно, то есть я могу быть сверхгениальным, не я, кто угодно, да, может быть. Но в конце концов на этих выборах прекрасных, честных, все равно победит кто-то другой. Может быть, даже менее достойный, но если он будет представлять коренную нацию, самую многочисленную нацию. Вот. Я, знаете, я пример этот привел как бы, ну, как один из такой, слишком, может быть, я опять же говорю, космический какой-то. Есть их много, Возвышенно. много. Возвышен, да. Есть же бытовые истории. Мы можем сколько угодно сейчас говорить о всяких там бытовых историях. Ну, то, как, например, я лично не хотел изучать родной язык, потому что нафиг он мне нужен, как бы. Я владею хорошо главным языком, русским, я говорил сам себе. Я уже, значит, счастливый человек. Ну, это же почему у меня было? Это же не я придумал сам по себе. То есть это было заложено системой. А раз это было заложено системой, я понимаю, что это было, ну, неправильно, как минимум. Умышленно это делалось, чтобы мы забывали свои корни, или неумышленно, уже не имеет значения. Результат был тот, какой есть на сегодняшний день. Вот он есть. Благо, я начинаю об этом думать, осознавать. Ну, может быть, как бы уже и наша жизнь, как говорится, большая часть пройдена. Ну, что касается наших детей и других потомков, мы же все-таки хотим, чтобы сохранилось все это. Это, кстати, тоже тема отдельной дискуссии. Кто-то говорит: а что вы паритесь, зачем это все, скоро вообще границ не будет, все люди будут одной нации. Есть такая точка зрения, есть у этой точки зрения даже сильные аргументы, но, скажем, я пока не готов к ней, может быть, буду. Все-таки многообразие на данный момент я считаю силой, тем более я вижу прекрасные примеры в той же Европе, где мы находимся, где люди, с одной стороны, живут в едином пространстве, с другой стороны, они живут очень самобытно и сохраняют все свои традиции, языки, культуру, и перестали между собой спорить на этом фоне. Вот. Так что Ну, есть вот идеальный именно, пример, и которому нужно следовать. Мгм. да, вот, и вот именно и удивляет то, что маленький народ, условно, вот берем эстонцев, которых всего 900 тысяч в своей стране, и смогли организовать жизнь демократическую, успешную, экономика развивается. На эстонском языке все, образование, в том числе и высшее, э, и их меньше, чем башкир по численности. Конечно. И Да, все и по нормально. А не численности, и по говоря уже про территории. татар, да, не говоря уже про татар, которых больше многих народов Европы сегодняшней. Но вот смотри, если как бы у тебя взгляды смогли трансформироваться, как бы вот, да, какую-то эволюцию, как ты сам говоришь, проходит, почему, на твой взгляд, тогда те же самые сегодняшние наши уфимские либералы, которых, я помню, такая была целая группа, наверное, фейсбучных вот таких уфимских либералов. Часть из них потом, конечно, после начала войны и вообще признания Фейсбука экстремистской ушли с Фейсбука, примкнули вот к этим ура-патриотам, тот же самый Шамиль Валеев, да, вот, условно. Но осталась та часть, которая не приняла войну, условно, но все равно они ну, можно взять Рушану Ибраеву, допустим. Вот она, и я уверен, что такие, как она, их тоже много до сих пор, они вот категорически отвергают, что вообще Башкортостан может и должен стать независимым государством, что вот нужна
единая и неделимая Россия, возможно, там, да, федерализм какой-то условный. Почему у них не происходит эта трансформация? Потому что они там находятся, но вроде бы у них тоже есть доступ к интернету, ко всему. Они могут слушать и читать, и она даже комментирует где-то, вот, ну, я так понимаю, в разных местах. То есть люди как бы в курсе. Почему у них не трансформируются такие взгляды, на твой взгляд? Ну, одну из причин ты сам уже назвал, потому что она там. Я, опять же, пытаясь сам себя понимать, слушать, я думаю, что если бы, например, я был там, а не здесь, возможно, я бы тоже не пришел к тем выводам, к которым пришел. Возможно, я не знаю точно. Вот. И я, читая условно вот Рушану, вижу как бы себя на ее месте там 3 года назад. Всего лишь 3 года назад. Ровно те же самые соображения. Я, кстати, список могу продолжить. Таких людей довольно много. Есть среди журналистов, действующих и уже не действующих такие люди. Если, например, с ними мы были, ну, просто, скажем так, на одной линии несколько лет назад, то сегодня я там, где я, а они примерно там же, где мы были все вместе 3 года назад. И ты вот спрашиваешь, почему? Тут, опять же, как раз, мне кажется, это главный вопрос, потому что, ответив на него, почему, можно будет решить правильно и разумно, а что дальше, да, потому что мы поймем, почему так, и будем понимать, как это попытаться изменить в лучшую и правильную, на наш взгляд, сторону. Как бы, наверное, не хватает ресурсов, я скажу так, не интеллектуальных даже, а вот просто, ну, физических, задумываться о таких материях, которые сейчас не столь важны. Ну, условно говоря, живет человек в Уфе на сегодняшний день, и вот он живет проблемами. У него тут, как говорится, тоталитарный режим, он боится всего. Шаг вправо, шаг влево боится сделать. Сейчас он бензин не может купить, завтра дрон прилетает. И вот он как бы думает об этом. У него одна идея фикс. Лишь бы, значит, режим сменился и война кончилась. А дальше по определению будет хорошо, думает он. У него нет потребности, позыва думать глубже, потому что он для себя решил, ага, кончится и будет хорошо. Я не знаю, когда кончится, типа, ну, будет хорошо. А мы здесь, ну, я в частности, да, опять же, ввиду даже своей работы, как бы и вынужден думать дальше. Мне так кажется. Вот думать дальше. А что же все-таки будет, а если кончится? А как вот прийти к чему-то все-таки более классному, нежели просто смена режима? Вот. Наверное, свою роль сыграла та история, фундамент, скажем, который был заложен общением с Айратом в свое время. То есть я тогда все это отложил на какие-то полочки, отложил в сторону, и вот оно там хранилось. И теперь, когда я начал искать, оно все, значит, вылезло. Твоя деятельность, я скажу честно, тоже сыграла свою роль. В каком году? В 23-м, да, мы в конце года встречались в Вильнюсе, интервью записывали для «Аспектов». И тогда мы пообщались довольно плотно. И надо сказать, что и эти вещи так или иначе свои кирпичики отложили. У меня были эти кирпичики. Еще раз, да, Айрат был в свое время, твоя работа сейчас, я к ней очень осторожно присматривался, сам знаешь, да, но присматривался. А условная Рушана и все остальные, ну, как бы им не до этого сейчас. Они пугаются всего. Они и так понимают, что они, как говорится, неправильные в этой системе. И стать еще более неправильными — это уже, ну, просто ужас в их подсознании. И они отбрасывают любые, так скажем, радикальные сценарии. Это вот я сейчас рассуждаю, да, пытаясь ответить на твой вопрос. Почему? И в конце концов я скажу, что это не значит, что они неправильные и что там все можно поставить крест и сказать, что нам с ними не по пути. Это как раз те люди, которые могут стать и должны стать движущей силой, одной из движущих сил тогда, когда наступит момент. Кто, если не они, да? А, Именно с точки зрения просвещения, продвижения идей. Понятно, что там руками и ногами могут стать более широкие массы, но интеллектуальным центром должны становиться те люди, которые сейчас, казалось бы, оппоненты. Больше скажу, я иногда пугаю свою аудиторию тем, что говорю крамольные вещи у себя в эфире. Вот типа есть у нас чиновники,
Некоторых из них я лично знаю по разным причинам. И вот мне кажется, что вот этот и этот еще в нужный момент будут на стороне света. И надо будет с ними, как говорится, вместе общаться и работать, говорю я. Хотя, казалось бы, что за бред? Они сейчас работают на режим, значит, на войну, на все вот это. Но черт возьми, я же ощущениями делюсь. Я не говорю, что это точно истина, но и мне кажется, что вот этот и этот, они внутри-то все понимают, во-первых. Более того, их понимание со временем усиливается, и они только сидят и ждут, когда можно будет все понятое применить на практике. Хотя я знаю, что некоторые люди, наверное, о которых мы сейчас говорим абстрактно, но не будут готовы понять. Чаще всего просто из-за недостаточного образования, элементарно, недостаточного уровня начитанности, я не знаю, там, и IQ. Как бы это ни звучало, но это, к сожалению, правда. Иногда, чтобы понять некоторые вещи, надо как бы иметь какой-то фундамент, какие-то примеры и аналогии. Надо же сопоставлять факты и события. Вот. Я не скажу, опять же, что я весь такой из себя и все знаю. Нет, конечно. Поэтому каждый раз ссылаюсь на того же Айрата, который многое может объяснить в 5 раз лучше меня. Вот. Но есть проблема. Я, когда призываю всех быть, значит, дружными и только лишь заниматься просвещением, я должен понимать, что все-таки всех просветить не получится. Но каждый, изменивший точку зрения, это важный успех, назовем это так. Прям буквально каждый человек, особенно если он имеет какое-то влияние общественное. В общем, вот так много вроде, но и вопрос был довольно сложный. Ну, вот я согласен с тобой полностью, что при смене режима, но не должно быть такого, вот как произошло в 2017 году, когда один слой людей просто снес другой слой и занял их места. Ну да, там какая-то часть царских там генералов, каких-то там чиновников перешла на работу советских властей, но в любом случае там зачищено было очень сильно. То есть такого, конечно же, не Ну, так должно там быть, кого сразу не и зачистили, потом в 30-е годы как бы добили. Да-да, конечно. Ага. добили, да-да. Да. Вот я согласен, что, конечно же, понести наказание должны будут только верхушка. Верхушка и непосредственно те, которые отдавали приказы, понимая, насколько эти приказы преступные, и от действия приказов, если действительно пострадали люди, погибли люди, там, лишились свободы и так далее, имущества какого-то. Эти люди действительно должны понести наказание. А большая часть, подавляющая, наверное, большинство части чиновников, элиты, какой-то интеллигенции, которая сегодня верой и правдой служит этому режиму, она останется, конечно же, и продолжит свою работу. Я надеюсь, что уже и взгляды у них поменяются к тому времени, когда они увидят крах своих собственных действий, те действия, которые сегодня у них происходят. Вот. Но в то же время есть люди, которые просто открыто и откровенно переходят на сторону зла. Ну, как вот тот самый Рамиль Рахматов, да, то есть был вроде бы журналист, там, который там мочил и чиновников. Он и сейчас, конечно, продолжает, но, по крайней мере, вот этой поддержки Путина у него точно не было, насколько я помню. Сейчас у него какая поддержка Абсолютно Путина, точно. поддержка всей этой Кстати, там войны. удивительно, ее и сейчас нет, по-моему. Ну, вот это вот умудряется он так совмещать такие вещи в себе. Ага. Да, да, или там вот этот Рашид Евалов, который тоже был сторонником Айрата Дильмухаметова, сейчас просто превратился в пропагандиста страшного. Ну, да, то есть вся эта сегодняшняя система, она трансформирует людей. Вот. Ну, хотел еще перейти тогда вот к продолжению вот этой темы про деколонизацию. Много шума наделало высказывание Ильи Яшина, который буквально недавно только создал партию, там «Мирные силы», по-моему, там России, что ли, называется она. Мирная Вот, Россия просто и там сократили. да, «Мирная Россия» сейчас, «Мирные силы» слово убрали. Вот, и буквально практически сразу же он, ну, можно сказать,
уже залез в такую историю, где получил огромную волну хейта. То есть, когда он сказал, что нам, как он выразился, это нелицеприятно, С член, расчленителями не по пути, написал он рас- в да, Твиттере. да, Мгм. да, с расчленителями нам не по пути, и это действительно вызвало волну возмущения, и там столько людей, вчера вот я интервью дал на Эхо, огромное количество людей были недовольны его высказываниями. Вот на твой взгляд, вот эти вот лидеры, так называемые лидеры сегодняшней либеральной оппозиции, Карамурза, Яшин, там, Юлия Навальная, там, Певчих и так далее, вот они постоянно, у них вот, да, они все негативно относятся к теме деколонизации, все негативно относятся к теме там, независимости национальных республик, но у всех у них есть вот такие уничижительные высказывания. Вот что Карамурзу взять, когда он говорил, что там не русским легче убивать, чем русским украинцев. Что Юлия Навальную, которая говорила, там, найдем деколонизаторов там, и всех достанем. Что Певчих говорила, там, отсыпем полномочия, там, и все будет нормально. Мне будет жалко, если там Уфа и Башкортостан отойдет. Ну, просто мы им отсыпем полномочия, и все, они останутся довольны. Примерно вот такой снобизм, размышление свысока о нас. И сегодня вот там, Яшин тоже самое об этом сказал. Что это такое, вот, на твой взгляд? Ну, когда люди говорят, что это вот москвоцентризм, что это взгляд вот таких людей, которые привыкли жить в столице, но уже давно люди в столице не живут. Люди уже как бы живут за границей, они общаются с разными, в принципе, людьми, в том числе и в Европе, где такого нету вообще среди там, государств Европы. Вот на твой взгляд, почему так они делают? Ну вот, зацеплюсь, в конце ты сказал, общаются. На мой взгляд, мало общаются как раз-таки. Я продолжаю верить, что, по крайней мере, некоторые из перечисленных тобой лиц способны осознать. И это не всех касается. Например, ну, скажем, ты в один ряд поставил тут таких вот бывших политзаключенных и политиков вроде Ильи Яшина и сотрудников ФБК, отдельной организации, да. Мне кажется, все-таки это... Ну, они между собой толком не ладят, надо это признать, да, то есть разные люди. Я очень сейчас хочу отметить отдельно, Но что вот в нынешний... отношении к деколонизаторам они едины. Да, да, сейчас я как раз дойду. При этом я хочу отметить, что нынешние сотрудники ФБК и Алексей Навальный покойный тоже для меня совершенно не одно и то же. И зацеплюсь как раз на самом Алексее Анатольевиче. Вот он был примером такого москвича урожденного, да, ну, подмосковное, ближнее Подмосковье, московского русского федерального политика, который, несмотря на все нюансы там ранней биографии, со временем умел меняться. Он умел слышать и, самое главное, как бы перестраивать не просто риторику, но и собственные взгляды. Благо, я внимательно за ним следил, там, с 17 года примерно, когда вот я уже сам был на Эхе, а он к Алексею Алексеевичу Венедиктову тоже регулярно ходил. Отдать должное я должен бывшему шефу. Тот задавал вопросы Навальному. Он никогда не стеснялся, он никогда перед ним не заискивал, типа, наша молодежь, надежда на будущую демократию, поэтому я с ним буду тут аккуратно. Нет, Венедиктов грузил, скажем так, его по разным вещам. И тот прям в эфире зачастую мог себе позволить признать неправоту. Ну, то есть был человеком, который, как мы сегодня выясняем, да, вот должен уметь эволюционировать. Поэтому я продолжаю испытывать, конечно, огромное уважение и восхищение в отношении Навального. Извиняюсь, вот отвлекся в сторону, но это важная реплика в данном случае. Его бывшие соратники без него, конечно, дискредитировали все это движение, известно каким образом. Окей. А вот теперь к вопросу. Учитывая, с чего мы сегодня начали, я вот про себя рассказывал, да, я все-таки стараюсь, я тоже эмоционально, когда слышу вот эту фигню, прошу прощения, вот Яшина, я начинаю беситься. Ну, какого черта, да? И сразу хочется задать ему вопрос, а что ты будешь с нами делать, когда будешь, значит, президентом прекрасной России будущего, условно, а мы проголосуем на референдуме за выход. Ты что, войска ведешь, или ты скажешь, не делайте так больше? Вот что? А потом я, опять же, сам себя успокаиваю и думаю, блин,
Ну вот его жизнь, вот такая-такая, мы знаем его этапы. А если бы я был на его месте, вот что бы я сейчас говорил? У него не было эфиров с Айратом Дильмухаметовым, ну, пример, да? У него не было дискуссии с Русланом Габбасовым. У него не было примеров из личной биографии, где бы он сталкивался с каким-то там бытовым шовинизмом. У него не было размышления о том, а мог бы он стать президентом, будучи не русским человеком, потому что он русский человек. У него ничего этого не было. И вот он сегодня, с учетом того, что у него ничего этого не было, ему не пришлось об этом глубоко думать. У него перед глазами, опять же, все те же штампы и мифы, которые закладывала империя в головы всех, в том числе нас. Но мы, как мы раньше выяснили, ну, не все, но вот некоторые, умудряемся отказаться от этих штампов и мифов в процессе, в мыслительном процессе. Ему, условному Яшину, на его примере будем, да, как бы это еще не пришлось сделать. Хотя надо было бы, если он все-таки себя представляет масштабным политиком. Вот. Почему это не случилось? Подходим к главному, да? Потому что просто как бы вот не случилось, не повезло. Или он жестко сопротивляется этому и не дает, чтобы ему кто-то условно объяснил. Вот этого я пока не знаю, потому что сам не пытался еще это сделать элементарно, да? Вот, например, если с моей стороны или со стороны наших единомышленников будут совершены эти хорошие, а, такие активные и неагрессивные попытки ему объяснить, и он откажется и продолжит эту риторику озвучивать, тогда будет понятно. То есть не готовы эти люди. Но пока этого не случилось все-таки. Я поэтому до сих пор продолжаю сохранять надежду, что вопрос лишь в том, что недостаточная информированность. Вот. И сохраняю надежду на диалог. Потому что он пишет нам с расчленителями не по пути, и он представляет перед собой, я не знаю, я сейчас никого не хочу обидеть, но условно чеченских террористов, которых ему показывали в юности по телеку. Понятно, да? То есть у него же осталось вот эти люди, которые воевали, значит, с федеральным центром, они кто? Они террористы. Они хотели что? Опять же, если по-простому логику вспомнить, они хотели отделения от России. При этом они были какими-то бандитами. И вот эта вся цепочка у него включается, и он сейчас любого деколонизатора, значит, ставит с ними в один ряд, не пытаясь задуматься, что, во-первых, у чеченской истории совершенно другие истинные, да, грани. Ну и дальше, соответственно, вообще это разные категории, назовем это так. Террористы как таковые, не только чеченские, и просто люди, которые живут и думают о своем будущем, скажем так. Надеюсь, понятно выражаюсь. То есть, вот. Тоже могу сказать по Юлии Навальной. Скорее всего, там такая же история. То есть она вообще где-то там в своем Но мире, значит, я среди перебью, европейских вот, политиков Руслан, ходит. Ага. Руслан, я перебью тебя. Но вот если ты говоришь, как бы, что Алексей Навальный смог эволюционировать, но он же Не был до конца. Не, я супругом. говорю, он мог, извини, он показывал способность двигаться. Я не скажу, что он к концу жизни успел полностью все понять и осознать. Нет. Мгм. Понял, понял. Да-да-да. Но тогда получается, что мы будем ждать, когда они созреют, или что? Ну, то есть на диалог они не идут. Что должно их привести к пониманию? А, когда одновременно, условно, там 15 национальных республик, в том числе и регионов каких-то таких, как там Дальний Восток или Сибирь, ну, условно, там, или Ингерманландия, заявит о том, что мы теперь отделяемся, это только его, скажем, приведет в ясность или что? В чувство, да. Вот не хотелось бы, Да. потому что я понимаю, что если до этой точки дойти, там будет довольно поздно объясняться. Там уже будут и эмоции другие, и решимости будет много, потому что и ресурсов будет гораздо больше. Да и неинтересно будет разговаривать. Надо сейчас. Ты верно отмечаешь, отказываются от диалога, но, мне кажется, еще не все инструменты исчерпаны по предложению этого диалога. Ну, нет все-таки какого-то единого фронта. Есть в соцсетях очень большая, скажем так, волна. Она зачастую радикальная. Она не располагает к диалогу. Я согласен с большинством оценок наших единомышленников, скажем,
из соцсетей, там, возьмем того же Максима Кузахметова, с кем мы недавно общались, он еще относительно, ну, скажем так, лояльный, но тоже жестко очень уже для себя решил, скажем, да, насколько я понял, что вот диалог невозможен. У меня складывается впечатление, что и у тебя как бы есть такое мнение. И я, в принципе, тоже допускаю, что так оно и есть, наверное, но еще продолжаю допускать, что не все инструменты использованы для этого самого диалога. Поэтому в том числе мне было очень интересно посетить тот самый съезд партии «Мирная Россия». Все-таки понять изнутри. Мне именно это было интересно. А будут ли они там все-таки дискутировать? Будет ли там какая-то внутрипартийная демократия? Услышат ли голоса коренных народов? Потому что мне было известно, что там были делегаты. Может быть, не из числа деколонизаторов прям таких активных, но из числа тех, кто прекрасно относится к этим идеям. Вот. Э, И я для этого пошел, и надо сказать, что все-таки тот самый день как бы выглядел презентабельно, как минимум. То есть была возможность у людей высказываться. Вот. По-моему, из репортажа моего это даже видно, да, там соратник, по сути, Яшина Резник, во-первых, вступил в оппозицию к своему соратнику, с которым они вместе собирались эту партию делать вдвоем, ну и еще и высказался очень лояльно к тем вопросам, да, которые я ему озвучил. В общем, э, еще не все потеряно. Пока мы Ну еще не вот дошли до момента, когда надо уже что-то делать, надо еще что-то делать. Ну, то есть двигаться. Вот. Ага. Я согласен с тобой, Руслан, и я не считаю, что диалог невозможен. Мало того, я считаю, что э, вот те тезисы, которые я вот уже начал озвучивать с 2022 года, и другие сторонники независимости своих там регионов, национальных республик, которые начали говорить с 2022 года, сперва действительно наши идеи, они вызывали там недоумение, раздражение, смех, там неверие. Постепенно люди все больше и больше втягивались, осознавали, принимали наши факты, аргументы. И мало того, я сейчас хочу сказать, что многие политики российского масштаба действительно встали на нашу сторону и признали, что Россия не может дальше существовать, она должна подвергнуться трансформации, там, распасться. Те, кто хочет уйти, должны уйти. И об этом сейчас говорит и Гарри Каспаров, об этом говорит Марк Фейгин, об этом говорит э, другие, как это, Борис Акунин тот же самый, допустим. Э, Много кто об этом говорит. То есть Вот, да. Яковенко об этом говорит. И вижу, что действительно до людей доходит, до людей, до политиков доходит, до известных людей в российской оппозиции. И я уверен, что как бы чем будет становиться хуже в России, тем, мне кажется, больше будет таких людей. Потому что понимая, что вот когда, с одной стороны, Путин упертый до конца и говорит, что мы будем воевать там до победного конца, все цели спецоперации будут достигнуты, в то же время в регионах будет все нищать, и население будет выть, скажем, да, вот от того, что происходит. Я думаю, осознание будет постепенно приходить все больше и больше. Мало того, я считаю, что если бы война, мы помним же, когда Украина начала контрнаступление, еще отвоевала даже там Херсон, там и другую часть территории. Многие уже тогда начали думать, что вот сейчас скоро война закончится, как бы мы все поедем домой. И вот я могу с уверенностью сказать, что если бы тогда бы война закончилась, и представим даже, что Путина скинули там и к власти пришли бы либералы, никакой бы независимости у Башкортостана не произошло, потому что люди тогда были не готовы. И они не пережили все эти 4 года, те, которые сейчас уже пережили. И у многих то осознание, которое сейчас пришло, а тогда еще этого не было. И я уверен, что действительно эти бы мечты бы отложились бы на какой-то там дальний срок, условно, пока бы Россия вновь не вступила в эту же колею имперства. Вот. А сейчас, действительно, как говорится, чем хуже, тем лучше. Пусть он и звучит это как-то ужасно, но когда люди переживают сами эту жизнь, вот эту вот ужасную жизнь, они осознают, что ну вот Россия, она действительно исчерпала себя. Да, и это Я же так вот удивительный думаю. парадокс получается. Э, Путин и его режим в попытках укрепить, так сказать, страну, сами же ее и уничтожают. Не
начни он войну, уйди он вовремя, значит, от власти, все было бы нормально. То есть мы бы жили и, как говорится, и не тужили. И не то чтобы даже не требовали, даже внутри себя бы этот дискурс особо бы не шел. Ну, условно говоря, представь себе, да, то есть у нас выборы, там Айрат поучаствовал, там что-то выиграл, туда-сюда. Ну, живем, и все. Вообще бы никаких разговоров не было. Конечно же, сам режим заложил мину под собственную основу. Я не знаю, там замедленного действия или убыстренного, но так или иначе, наверное, второй вариант правильнее, да, потому что я сам, опять же, в 2022 году был... Я с пониманием относился к борьбе за права, разумеется, да, за федерализм, но все остальное казалось излишним. Вот. И вот, пожалуйста. То есть они сами довели людей и продолжают доводить до того, что у них возникают, так скажем, радикальные мысли. Принцип сжатой пружины, как бы он банально не звучал, он тут работает самым красноречивым образом. Абсолютно согласен. Он Да, мог вот и спасти заканчивая, Россию, как бы если бы он так могу хотел. Мог. Ага, да. Заканчивая, как бы вот могу дополнить, что условно мы же помним Башкортостан 2018 года, даже вот когда Айрата Дильмухаметова в 2019 году посадили, когда пришел Хабиров, даже тогда еще никто не говорил о какой-то независимости, о каком-то распаде. Да, уже тогда было все плохо, но и тогда никто не говорил об этом. То есть и даже если брать с момента смещения Рахимова приходом Хамитова, это же постепенно как бы вот закручивались гайки. Там сажали людей, там запрещали язык, отнимали там какие-то полномочия у национальных республик. Постепенно, постепенно. И то, но все равно как бы тогда никто не говорил о том, что нам надо выходить из состава. Ну, правда, и, конечно, за это сразу могли посадить, но в любом случае, даже на кухне, я помню, мы об этом не говорили. То есть у нас вот, у нашей Да. организации Башкорт такого не было абсолютно. И когда нас запрещали, и вот это вот нам вменили как один из поводов того, что нас надо запретить, что якобы мы призываем к отделению, но это бред. То есть такого не было никогда. Мы никогда не призывали к независимости. А вот Вот после сейчас уже запрета как бы в это стало. головах возникли мысли, а до этого не было ничего. Я понимаю, конечно, конечно, абсолютно. Да. Все верно. То есть они радикализуют людей сами собственными действиями. Насколько это логично, ну, вопрос останется риторическим. Мне кажется, всем понятно, что это нелогично. Мгм. Хорошо, на этом тогда закончим. Спасибо большое, Руслан. Надеюсь и уверен, мы не последний раз встречаемся. Еще обязательно поговорим на темы, которые нас волнуют. Спасибо, Руслан. Да, тебе спасибо и спасибо большое аудитории. Приходите к нам на канал тоже.